Barka halcha sakhalt shizndel. Mucha dayiha hayiha jog гулхан сунхох. Ой, правительство барка халчан халды весла барка. Дугурхан Лианова 12 лет проработала в правоохранительных органах, но после инсульта, который случился с ней 9 лет назад, у нее отказала правая сторона. С тех пор женщина прикована к инвалидному креслу. Внимание со стороны бывших сослуживцев оказывалось ей всегда. Вот и сегодня представители организации ветеранов боевых действий приехали не с пустыми руками. Они привезли автоматизированную электрическую инвалидную коляску. Теперь Дугурхан самостоятельно, без чьей-либо помощи, сможет выехать в магазин или же к соседям, чтобы просто поговорить о последних новостях в республике и за ее пределами. Как отмечает Дугурхан, сегодня Ингушетия живет спокойно и в мире, о котором мечтали долгие годы. Магомед Башир Дарсигов 10 лет проработал в ГАИ. В 2006 году он стал очередной жертвой ДТП. Результат оказался плачевным – перелом позвоночника и, как следствие, невнятная речь. И с тех пор мужчина навсегда оказался прикованным к инвалидному креслу. Несмотря на все сложности, Магомед Башир остается оптимистом. Говорит, с новым подарком – автоматизированной инвалидной коляской он сможет и дальше оставаться внештатным сотрудником ГАИ, призывающим соблюдать правила дорожного движения. Башир хансхонер янчулт ихага, я коляски янчулт иха, паргату ханифа. Да, он ханик бат адагани. Иш жерифен. Да, он ишвер, да. Новому подарку Магомед Башир не может нарадоваться. Своего помощника он проверяет на прочность прямо во дворе. Еще один ветеран боевых действий Вахид Мархиев. Он успел проработать в МВД всего 3 года. При исполнении служебного долга Вахид попал в ДТП. Сегодня ему подарили многофункциональную кровать, в которой он нуждался все эти годы. Это 4-секционная многофункциональная медицинская кровать. Удобно было передвигаться на роликах, многофункциональные. Сейчас постараюсь показать ей функции. Ценой здоровья, а порой и собственной жизнью эти ребята защищали свою родину в самый сложный период. Они знают цену миру, ведь именно ради него они и рисковали. И сегодня, видя ситуацию в республике, они напоминают, к чему это может привести. 413 сотрудников у нас с 2000 года. Да, при исполнении. 120 гражданских согвинов. Убитых больше. Вот эти люди. Тогда хамаш дадих да хадих диаса хабурж мудари видите. Вот сухан ялказ. Тхо сотрудники жбабе. Нахди халуцжи хантепун малыш пож чебех кабох жмеби. Уж юрта дахвад бишамбас. Уж мягко дахвад бишамбас. Почему уздата динах? Почему астахана эцутки асакчивал че эцада доа яш хамудути. А я сакил даханах ахан измысл защит мог канетабат. Почему нас тогда не защищали? Цундочки, потому что мы это все прошли, давайте сейчас остановимся. Давайте сейчас остановимся, пока мы не натворим делов. Поэтому Астахана ветеран боевых действий, инвалид, уже 51 человек в коляске важный. Вообще ветеран боевых действий, инвалиды же 2042 человека, вообще ветераны, инвалиды, 1, 2, 3 группы. 51 из них в коляске находится. 4 человека лежат в кровати. Вот уж нахби, вот чтобы вот этого не было, так асуяжный был, из-за нахби инвалиды шхолч. Что ему хадедон, что батчугу, что ему хадедон. 413 волч, 120 гражданских волч. Вот что нужно народу, чтобы вот это делать, чтобы осмыслить все это. Население из Мамчиви, вот измыслили хам хадя холчи за каких-то годы, эти 2008 год, додул наш, мы как-то уже начали
У нас убыток доходов, ну, как же, бандитизм, терроризм, вот это. Со временем мы решили эти проблемы. И вот когда вы парадные 2-3 года мы начали строить, делать дороги, мирной жизнью, а мы опять кому-то это не нравится, и мы начинаем опять разжигать. И не мы начинаем, а они начинают нас. Вот эти люди, я говорю об этом и всегда буду говорить, эти люди убегут отсюда. Мы останемся. Так у нас 4,5 тысячи сотрудников, ветеранов боевых действий находятся на пенсии. Вот пенсионеры, эти люди, которые нюхали порох, знают, что такое война. Эти люди сегодня сидят дома, не вмешиваются. Понимаете? Потому что люди, которые хотят испортить все, за ними как бы люди их слушают. А те, которые говорят, остановитесь, не делайте этого, это как бы уже получается и враг народа, и, короче говоря, ты противник всего. Мы говорим, остановитесь, подумайте. А смысл к чему мы идем, что мы хотим натворить? Вот, чтобы вот этого не было. Чтобы не было, да. В 1992 году создать АИВе республики. Не было республики. Государственность, гимн, флаг создать республику. Хавашия. С таким трудом с 2002-2004 доюленность ашбака. Бандитизм, терроризм, даяк, кровью, инвалидами, качальницей. С таким трудом мы сделали свою республику. Опять уже мы на грани распада этой республики уже подходим. Хая республика, юхер, идти обратно на ноль, издарк ногдар. Ваша республика, государственность юхти, вахетер. Из нет войн навязывать его, хамди из дезертирк. В республике бы шорты герои бы, хакимы бы, генералы бы, диша бы, алымнах бы. Войн сагвезертир, в республике, хоть бахта больш, хоть хаваши кита, вопрос решительный. По словам руководителя организации ветерана боевых действий, 2019 год ими был объявлен годом инвалидов боевых действий. Все они будут обеспечены колясками, спецкроватями и лекарствами абсолютно бесплатно. Мы договорились с фондами Москвы и с нашим управлением организации тоже в Москве, где находится. И с этими фондами и управлениями у нас была договоренность, и мы смогли помочь уже. В прошлом году мы дали 10 электрических колясок инвалидам первой группы. В этом году уже 14 колясок мы уже получили. И одну кровать получили для вахида. Мы должны получить еще 3 кровати и 8 колясок еще. И таким образом все инвалиды первой группы, ветераны боевых действий, пенсионеры МВД в нашей республике будут обеспечены, уже в этом году будут обеспечены полностью колясками и кроватями. И 6 человек дополнительно будут обеспечены дорогостоящими лекарствами. Некоторые инвалиды первой группы, может, некоторые не знают, пьют лекарства в день, который стоит 800 рублей. Одни и 1200 рублей другие. Это в день они. И вот эти лекарства на 6 человек мы обеспечили пожизненно. Их будет обеспечивать Московский фонд. В сложные нулевые в результате различных нападений бандитов в Ингушетии в инвалидной коляске оказались более 50 человек, 4 из которых прикованы к постели. Это конкретные цифры и конкретные человеческие судьбы, на примере которых нам надо жить более осознанно и делать все, чтобы сохранить отвоеванный для нас мир. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24.